Это программа новости IT. Здравствуйте. Конструкторы Вашингтонского университета создали рабочий прототип миниатюрной беспроводной видеокамеры, которую могут переносить насекомые или насекомоподобные роботы. Такого рода разработки ведут давно, но успеху до сих пор препятствовала необходимость создания именно автономного устройства. Его батареи и модули, обработки и передачи данных делали вес камеры неподъемным даже для относительно сильных жуков. Конструкторы решили ориентироваться на монохромную камеру относительно небольшого разрешения, которая, тем не менее, позволила бы видеть мир глазами насекомого с более-менее различимыми человеческому глазу подробностями. В итоге получилось устройство, способное передавать видео на смартфон со скоростью от 1 до 5 кадров в секунду. Камера установлена на механическом рычаге, который может поворачиваться на 60 градусов. Можно делать панорамный снимок с высоким разрешением или отслеживать движущийся объект, затрачивая при этом минимальное количество энергии. Новостями робототехники на минувшей неделе отличились и в нашей стране. В Москве искусственный интеллект производит фурор в общепите. Робот-бариста делает посетителям кофе. Новинка призвана минимизировать риски заражения. Посетители в восторге. Говорят, что не только здорово пообщаться с машиной, но и кофе делает отличный. Заказать себе кофе без опасений подхватить коронавирус теперь можно в московском парке Зарядье. В конце июня здесь появился робот-бариста, который готов выполнить любые пожелания клиентов. В ассортименте несколько видов кофе и молочных коктейлей. Заказ делается через планшет. На приготовление напитка у аппарата уходит около минуты, рассказывает администратор парка Марина Лановая. Из-за пандемии, из-за того, что вирус сейчас гуляет по стране, скажем так, появилась потребность в том, чтобы создать условия, когда людям не нужно будет контактировать с другими людьми. Собственно, из-за этого появилась идея у нашего руководства создать такого робота, который будет обслуживать посетителей, дарить им прекрасное настроение, вкусные напитки. С начала работы в парке Зарядье робот-бариста приготовил уже более 2000 напитков, рассказали в администрации. Каждому посетителю он желает приятного аппетита, а в перерывах между обслуживанием гостей танцует. Я уже 3 месяца не ходила ни в кафе, не заказывала ни кофе, никакие коктейли, потому что, на самом деле это очень страшно. Пока что не хочется лишний раз контактировать с людьми, и было очень здорово подойти сюда, к этому роботу. Он мне хорошего дня пожелал, сказал: заберите свой напиток. Очень классно, и вкусы там есть разные, на мой выбор, на выбор любого человека. В администрации парка сообщили, что в ближайшее время здесь планируют установить второго робота. Он сможет не только варить кофе и готовить коктейли, но и будет продавать мороженое. Акции Microsoft с начала года выросли на 30%. Коронавирус спровоцировал переход на облачные вычисления и увеличил прибыль компании. Ежеквартальный рост доходов от Azure не опускается ниже 50%. На нем размещены онлайн-приложения и игровые сервисы Xbox. Ожидается и дальнейший рост выручки. Как говорят эксперты, облачный бизнес находится в начальной стадии роста. К 2023 году он должен вырасти до 405 миллиардов долларов. И по расчетам аналитиков, Microsoft и Amazon являются двумя самыми крупными игроками облачных решений. Компании Edelweiss, Basalt SPO и Baikal Electronics объявили о начале производства материнской платы на базе отечественного процессора Baikal-M. Новые компьютеры будут поставляться с предустановленными российскими ОС «Альт рабочая станция» и «Альт образование». Несмотря на то, что на дворе 2020 год, материнская плата все же больше смахивает на зарубежные аналоги конца 90-х, начала 2000-х. Производство организовали в Москве. Выполнена материнка в формате Mini ETX. Предназначена для использования в производстве рабочих станций, ПК и тонких клиентов. Центральным компонентом платы является процессор Baikal-M разработки Baikal Electronics. Его релиз состоялся в октябре 2019 года. Процессор выполнен по 28-нанометровому техпроцессу. Такой техпроцесс, к слову, у тех же зарубежных аналогов был актуален в 2010-2011 годах. Сейчас все завязано на показатели в 7 нанометров. Теперь к космическим событиям. И, как обычно, SpaceX на этом поприще впереди планеты всей. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутник вооруженных сил Южной Кореи. Для компании Илона Маска это новый рекорд. Еще никогда не удавалось за столь короткий срок повторно использовать носитель для нового запуска. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник связи.
Он называется Анасис-2, и это первый аппарат такого типа, созданный Сеулом. Работы над ним велись при участии Lockheed Martin и Airbus Group. Для SpaceX это особенный старт. Компания установила новый рекорд. Еще никогда не удавалось так быстро повторно использовать ракету. Всего за 51 день до запуска спутника тот же Falcon вывел на орбиту корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту. Даг Херли и Боб Бенкен успешно добрались до Международной космической станции. И в этот раз первая ступень ракеты благополучно опустилась на плавучую платформу в море. Арабские Эмираты начали сотрудничать с Японией и организовали совместную космическую программу. В рамках нее страны запустили марсианский зонд на борту ракеты-носителя производством концерна Mitsubishi. Полет к цели займет 7 месяцев. После выхода на орбиту Марса аппарат начнет передавать данные наблюдений за атмосферой планеты. Объединенные Арабские Эмираты вступили в марсианскую гонку. Аппарат под названием Hope «Надежда» отправился в 7-месячное путешествие протяженностью в 500 000 километров. Он сконструирован специалистами из лаборатории атмосферной и космической физики при Университете штата Колорадо и Космического центра имени Мохаммеда бен Рашида в Дубае. По словам вице-президента концерна Mitsubishi Наохико Абе, отвечающего за разработку оборонных и космических систем, старт прошел по графику и без замечаний. Как отметил генеральный директор космического агентства ОАЭ доктор Мохаммед Аллах-Баби, его страну и Японию связывает долгосрочная научная и техническая программа. Наша страна – активный участник международного космического сообщества, а отныне член клуба марсианских исследований. Главная цель экспедиции – изучение атмосферы и погоды на Марсе, их суточных и сезонных изменений. Зонд будет наблюдать за перемещениями туч пыли, которые существенно влияют на температуру атмосферы, а также за поведением нейтральных атомов водорода и кислорода. Как полагают ученые, они играют существенную роль в эрозии газовой оболочки планеты под воздействием энергетических частиц, исходящих от Солнца. Сейчас действует 8 национальных и международных марсианских миссий. Часть из них работает на поверхности, другая — на орбите. NVIDIA вместе с Университетом Флориды разработает суперкомпьютер с искусственным интеллектом. Использовать его планируют в образовательных целях. Проект обойдется в $70 миллионов, включая пожертвования от NVIDIA университету в размере 25 миллионов. Для справки, компания NVIDIA специализируется на чипах для видеографики. Но теперь такие чипы используются и для ускорения вычислений с использованием искусственного интеллекта. В частности, для обучения компьютеров распознаванию изображений. Искусственным интеллектом в графике занялись и крупнейшие российские кредитные организации. Сбербанк приобрел 8% компании Малевар за 10 миллионов рублей. Стартап разрабатывает технологии для создания и автоматизации виртуальных моделей и цифровой одежды на основе нейросетей и компьютерной графики. В частности, компании принадлежит виртуальный персонаж Алена Пол, которая в этом году уже реализовала проекты с такими брендами, как AliExpress, Mercedes-Benz и другими. Похоже, Stalker 2 действительно существует. Его дебютный трейлер представили на Xbox Games Showcase. Действие игры по-прежнему происходят в зоне отчуждения. Вы – один из сталкеров. Вся зона открыта для исследования. Это первый в серии полноценный открытый мир. И, как заверяют создатели, он станет одним из самых масштабных в истории игр. Для второй части создадут систему Alive 2.0. Она отвечает за взаимодействие мутантов и людей и генерирует события, даже когда игрока нет рядом. Обещают нелинейный сюжет. Принятые решения должны будут повлиять на судьбу персонажей и сам мир. Будут и новые монстры, артефакты и как минимум одна новая аномалия. Движок популярный в последние годы Unreal Engine. В производстве задействованы захват движения и лиц в списке платформ ПК и Xbox Series X. В консольном сегменте Stalker 2 временный эксклюзив Xbox, то есть на PlayStation 5, если и заглянет, то позже. Дата релиза, правда, пока не раскрывается. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго.